Пройдет лето, выйдет у нас Layer Zero и будет нереальный просто хайп. Газ будет доходить до 30-40. То есть поменять часть эфира на стейблы и загнать в несколько там пулов. Я, соответственно, заношу тот объем, который я свапаю, и чуть ли не весь деп заношу на 24 часа в новый аккаунт. Смотрим, этого в инструкции нет, но так как я параллельно делаю свою активность, я вам это покажу. И то есть денег вообще не тратится. Вот это прям максимальный лайфхак. Друзья, всем большой привет, на связи как всегда я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. И сегодня в данном видеоролике мы разберем с вами вторую часть пошаговых инструкций к активностям в ZK Sync, а именно в ZK Sync Era. Кто помнит, в прошлом своем видеоролике, вот здесь я его прикреплю, мы делали с вами первые действия в сети ZK Sync Lite. Там небольшое количество сервисов, буквально 2-3 сервиса мы разобрали. Если вы не смотрели, перед тем, как начинать делать активности и смотреть это видео, посмотрите сначала его и потом возвращайтесь сюда. И сегодня мы точно таким же образом пошагово все пройдем, разберем. Я подготовил для вас, как всегда, отличный материал по порядку действий, дополнительную информацию, теперь уже часть 2, где у нас есть оставшиеся 7 шагов, а также дальнейший актив, который мы будем использовать, и ссылки на другие дексы, сапалки и фармилки, которые по большей части будут связаны с активностью в ZK Sync Era. Поэтому не будем затягивать, друзья, присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно, самое главное полезно, и мы начинаем. Погнали! Немножко, друзья, вашего внимания, прежде чем мы начнем данный видеоролик, хотел бы в первую очередь напомнить, что вы посмотрели данную инструкцию и только потом переходили. Ну и следующее, если вы не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик и не пропускайте следующие видеоролики. В большом количестве в ближайшее время будут выходить у меня дальнейшие инструкции и обзор, а также рассуждения по проекту ZK Sync. Также будем разбирать следующие проекты, поэтому обязательно подписывайтесь и следите. Дальше, друзья, хочу вам напомнить, что есть информация в закрытом формате, которую я даю в Crypto Kitchen Community. Для тех, кто не знает, что это такое, рекомендую вам в первую очередь быть подписанным на мой личный канал Дмитрий Самсонов, а также на наши другие социальные сети и медиа Crypto Kitchen Media, где мы выкатываем новости, и Crypto Kitchen Trade, где даем информацию по торговле. Ну и в закрытом формате Crypto Kitchen Community мы как раз и разбираем все вот эти вот активности с подробными табличками, которые я показываю вам здесь, которые нам необходимы для удобства, так скажем, отслеживания всех активностей. Итак, друзья, хочу напомнить, что летом у нас максимально дешевый газ. Этим нужно пользоваться, потому что пройдет лето, выйдет у нас Layer Zero и будет нереальный просто хайп. Газ будет доходить до 30-40 и делать те активности в основной сети, именно в сети Ethereum, те активности, которые я сейчас вам показываю, будут в 2-3 раза дороже. Поэтому это лучше сделать сейчас, летом, для того, чтобы не кусать локти о потерянных деньгах. Ну и в принципе, чем раньше мы начнем, тем лучше, потому что, опять же, я выкладывал в прошлой инструкции к предыдущему ролику, ссылка на который есть в описании, да, он находится в моем телеграм-канале. Если мы будем смотреть по рейтингу и отслеживать по различным дэшбордам свою активность, то мы можем, в принципе, понять, что чем раньше мы начинаем, тем выше мы становимся в рейтинге. И я сейчас хочу вспомнить, на чем мы закончили. А закончили мы на том, что буквально пополнили с официального моста, сделали транзакцию на зигзаге, купили-продали. Создали NFT на пинату, сделали в ZK Sync Lite, заминтили ее, вывели в Ethereum сеть на главных аккаунтах. После этого мы оставшуюся NFT почти весь переводим через арбитр в ZK Sync Era. В принципе, вот таким вот образом это происходит, то есть с лайта перекидываем в ZK Sync Era. Соответственно, если мы сейчас перейдем на Orbiter, увидим первую транзакцию, которая у меня выполнилась в истории этого кошелька. Она здесь отображается, и видим, что вот она как раз выполнена с ZK Sync Lite в ZK Sync Era. Дальше. Я единственное, в прошлой инструкции здесь было 50% эфира, я поменял на 75-80. Почему? Потому что у нас там остается копейка, мы сделаем еще вот такое вот взаимодействие с сетью и перейдем уже непосредственно к этой инструкции. Давайте, ладно, не будем бежать, по порядку все-таки пройдемся. В первую очередь, это также официальный мост. То есть там мы завели через мост, вывода там нет через мост. А здесь есть и завод через мост, и вывод через мост. Не забываем, конечно же, подключить нас в MetaMask.
Соответственно, что мне здесь необходимо? Я завожу весь эфир, то есть половину эфира я завел через Lite, да, с предыдущей инструкции, половину эфира завожу сейчас, и еще часть я пополню у нас там с арбитрума в ZK Sync Era. Как это выглядит? Соответственно, нажимаем кнопку максимум, и в принципе все, здесь ничего у нас не отображает, показывает просто действующий баланс. Нажимаем кнопку депозит. И, как обычно, выскакивает нам подтверждение, да, мы его нажимаем кнопку подтвердить и ждем подтверждения баланса. Депозит достаточно быстро пополнился, выводить с этой сети мы будем чуть позже, переходим дальше к инструкции. Нужно добавить ZK Sync Era. В принципе, это достаточно легко и просто сделать, можете перейти там, к примеру, на свапалку, либо через Chainlist.org добавить кошелечек, да, соответственно, сеть у меня ранее уже была добавлена. Вы как только перейдете с нового кошелька на эту площадку, соответственно, вам предложат добавить эту сеть. Хочу отметить, что SyncSwap это один основной DEX, на котором, в принципе, нужно делать транзакции. Та же дополнительные DEX я оставил в этой инструкции, ссылка на которую будет в описании. То есть на них тоже мы будем делать транзакции, в каких моментах проговорю. Соответственно, что мы делаем? Берем, к примеру, 75% эфира. Соответственно, я делаю на этих аккаунтах часть уже объема. Вам что здесь нужно сделать и для чего? То есть поменять часть эфира на стейблы и загнать в несколько там пулов для того, чтобы дать ликвидность проекту. Это один из критериев, по которым проекты, на которых DEX, на которых, к примеру, нету токенов, могут их насыпать. Поэтому мы сразу две активности параллельно делаем. То есть, соответственно, я 75% депозита перевожу в USDC. У всех по-разному, в принципе, комиссии одинаковые. До $1. Чуть подороже будут комиссии на то, чтобы занести ликвидность в пул. Но мы сейчас к этому с вами перейдем. Теперь что я хочу сделать? Я часть USDC, вообще как я делаю на своих главных аккаунтах, сразу параллельно расскажу. Я, соответственно, заношу тот объем, который я свапаю, и чуть ли не весь деп заношу на 24 часа в новый аккаунт. На следующий день, через 24 часа, оставляю там по $1-2 и, соответственно, оставшуюся часть вывожу и перегоняю на следующий аккаунт. То есть очень важно дать депозиту, заливая там на главные аккаунты, депозиту в пулах полежать и только потом вывести. Здесь же я действую достаточно быстро. Это мои медиум аккаунты, на них достаточно просто отметиться в смарт-контракте, да, сделав просто пару транзакций, пару каких-то активностей. Поэтому я не морочусь и не мораживаю здесь свои деньги. Соответственно, я свапаю еще один USDC на USDT для того, чтобы закинуть по $2-3 сразу в два пула ликвидности. Какие? Мы прямо сейчас с вами посмотрим, этого в инструкции нет, но так как я параллельно делаю свою активность, я вам это покажу. То есть вы должны понимать, что в принципе в этот критерий, да, он в принципе и входит, да. Тут 11 пункт есть как раз таки наоборот, да, я помечал, что заносим, но говорю, лучше, если вы делаете качественные аккаунты, занести побольшую сумму. Соответственно, мне интересен пул USDT, USDC, давайте в него сначала зайдем. Нажимаем кнопку депозит, чтобы занести с двух кошельков, точнее с двух валют, подписываем, нажимаем кнопку депозит. Ну и как говорил, транзакция здесь уже подороже, $1.25 обычно, $1,5. Вот, соответственно, все, депозит занесен, я его не вывожу. То есть, если бы здесь был депозит поболее, да, вот здесь отображается, вот $2. Мы потом как делаем? Отлежался у нас депчик сутки, ну так поставили там, к примеру, да, оставили там 2 цента. Ну, там, я оставляю по $2-3, когда заношу там по 2, по 3 тысячи баксов, и все. Соответственно, ничего не вытаскиваю. И закинули там во второй пул ликвидности, к примеру, вот, эфир, тот же самый USDC. Вот, $1, немножко эфира, депозит и наше подтверждение в MetaMask обязательно нажимаем. Дальше, что хочу отметить, в принципе, летом, и вот сейчас, зацепив там июнь, стоит просто по вводным транзакциям, так скажем, сделать в лайте, в эре. В дальнейшем, как только вы там вот это все сделаете, нужно перейти и к другим DEX. Можно их сразу параллельно делать, если у вас есть время, это там небольшое количество аккаунтов и так далее. Если вы делаете качественно, у вас там большой депозит. В Изюме сделать, в Муте, SpaceFi, ну в Анинче просто делать свапы, там ничего заносить не надо.
Вот. И, соответственно, вот этот 10-й, 11-й пункт, зайти на DEX, свапнуть, закинуть в пул ликвидности, это в 12-м пункте мы повторяем и делаем на разных площадках. Все, здесь я все так же сделал, ну, порядок, механизм вывода средств точно такой же. И, соответственно, после чего-то переходим к следующему пункту. Какой у нас следующий пункт? Минтим, покупаем, продаем NFT либо на Mint Square, либо на Element. Вот там на Element сейчас можно параллельно выполнять какие-то активности, что-то там, какие-то квесты делать и тоже претендовать на дроп. Я особо на это не фокусировался. Что нам нужно здесь сделать? Нам нужно создать свою собственную NFT-шку. Допустим, вот эту я фотку загружу. Помимо собственной NFT-шки нам нужно будет купить еще NFT и ее же там продать. Неважно, просто вписывайте любое название, нажимаете кнопку Mint. А вот я единственный момент не учел, что у меня кошелечек не переключился. Соответственно, транзакцию, которая сейчас выскочила, я проводить не буду. Вот, отклоним ее. Подключим наш другой кошелечек. Обновим страничку. Ничего страшного в этом нету. Можно загружать один и тот же снимок экрана. Вообще разницы нету. Все, теперь вижу, да, что мой кошелечек подключен. Нажимаю кнопку Mint и создаем нашу первую NFT-шку. Пишет Network Error, ничего страшного. Обновляем снова. Может, перейдем в наш профиль. Created, Collected. Видим, профиль у нас пока пустой. Заново все загружаем. 5. Ошибка в сети у нас. Так, друзья, не получается устранить у меня данную проблему, но в принципе объясню. Нажимаете кнопку Mint, подписываете там транзакцию, она меньше $1, и дальше в вашем профиле отображается NFT. То есть вы создали NFT. После этого нам нужно купить NFT. Переходим во вкладку Collections, находим Mint Square Storyfront. Здесь в этой дешевой коллекции мы приобретем себе NFT и также его сразу же продадим. Сейчас что-то с сайтом происходит. Сайт немножко подлагивает, поэтому сейчас продолжим. Итак, мы перешли в коллекцию. Здесь просто пользователи делают NFT-шки. Как мы видим, они достаточно дешевые. На что здесь нужно обратить внимание? Покупка за эфир. И покупать нужно ту NFT-шку, у которой нет окончания времени, да, там, то есть она в аукционе, значит, продается. Какие еще трудности, моменты есть? Если вы будете пытаться закупить прям самую дешевую NFT, ну типа дешевая, какая прям самая дешевая, мы смотрим. Вот такую. Да, скорее всего будут выскакивать проблемы, да, как бы он тут добавит, но купить он, к сожалению, не даст. Очень много проблем как бы с этим было. Какое я решение делал? Я находил NFT-шку, соответственно, за 1/1000, то есть 0, 2 нуля и единичка. Вот, к примеру, эта NFT-шка подходит, я просто добавляю, да, там сейчас может быть какой-то момент, что он также выдаст на ней ошибку, может и не выдаст сразу, вот, он сразу ничего не выдал. Я вам больше скажу, он дал впервые мне купить дешевую NFT-шку. Вообще отлично, там за копейки, за 4 цента купил вместо там $2. Просто с этим нужно сидеть, тыкаться, разбираться. Я могу потратить $2 на NFT-шку и забыть просто нее. К тому же, что я в принципе планирую сделать, да, здесь там на пробном аккаунте хотел показать, как покупается. Просто берете, вот после того, как мы выставим сейчас эту NFT, копируйте ссылку на эту NFT, где она находится, как она вы уже выставите в листинг. Копируйте эту ссылку, заходите с следующего аккаунта, создаете также сначала свою NFT-шку, потом по этой ссылке переходите, у своего же аккаунта перекупаете. И то есть денег вообще не тратится. Вот это прям максимальный лайфхак. Так, NFT-шка у нас куплена, после чего мы перейдем на наш профиль, и она, соответственно, у нас отобразится в профиле. Как ее продать? Все максимально просто. Мы на нее жмем. Здесь мы, друзья, нажимаем кнопку Sell, кликаем Unlock, да, разрешаем, одобряем все транзакции, которые у нас здесь выскакивают, и пишем стоимость продажи. Нажимаем кнопку List и подписываем, да, газ даже не платим. В принципе, на этом активность закончилась, да, но не забываем здесь минтить NFT-шку, у меня с ней случилась проблема. Сейчас еще раз попробую, быстренько сделаю, и если что, перейдем к другому пункту. Да, переходим, друзья, к другому пункту. После того, как мы минтим, покупаем NFT-шку, здесь сделали, теперь выводим
либо наши стейблы, либо эфир, да, через официальный мост. Соответственно, заходим на наш официальный мост. Вот сюда мы зашли. После того, как мы проделали все транзакции, да, выводим в эфириум. Там достаточно просто, на самом деле, тоже копейку вывести. Учитываем, что вывод идет до 24 часов. Поэтому я, в принципе, вывожу небольшую сумму. Остаток я также прогоняю в орбитере. Сейчас покажу, как это происходит. Все, немножко выполнили, отметили, что мы воспользовались официальным мостом. Вывели денежку. Отлично, замечательно. Дальше вернулись в орбитер и прогнали здесь другие активности. К примеру, взяли ZK Sync Era, вывели, прогоняли там на еще там где-то пару транзакций. Все, зашли сюда, взяли через орбитер и вывели в арбитрум. С арбитрума загнали ваш кошелек на OKX, вывели на главный аккаунт и так по кругу. В принципе, как это делать, я рассказывал. Вот оставлю также еще ссылочку, да, как гонять мультиаки, как все это делать. В принципе, на этом ролик подошел к концу. Все более подробные нюансы, моменты, они вот здесь описаны. И по дальнейшему активу, что стоит делать, да. Сейчас задача летом набить условный там 10 транзакций, то оно то и выйдет, да. И дальше после, если у вас маленький депозит, выйдет дроп L0. Соответственно, ударить по стакану и эти деньги направить для того, чтобы гонять объемы в ZK Sync Era. И, соответственно, у нас, я думаю, что в середине, в конце июля мы уже начнем делать с вами проект StarkNet. Поэтому, кто не подписан, друзья, обязательно подписывайтесь, следите за видео. И также рекомендую быть подписанным на мой личный телеграм-канал, поскольку здесь я выкладываю дополнительную информацию, о которой не информирую на ютубе, где там прогреваем и что-то делаем, какие-то активности и так далее и тому подобное. Поэтому, друзья, переходите, смотрите. Также здесь было кодовое слово, записывайте его в комментарии и выигрывайте, забирайте $10. Вот покажу вам немножко отчетиков, ребята там пишут обратную связь, что забирают там по $10 с роликов, там, которые я разыгрываю. Соответственно, забирайте, также получайте, выигрывайте призы. На этом, друзья, ролик подошел к концу. До новых встреч, пока-пока.